заседание Президиума экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального собрания. Сегодня мы с вами будем рассматривать тему по возможному закону об особых условиях социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. Наша задача является еще раз уточнить необходимость принятия этого закона, а если мы придем к тому, что необходимо, то какова должна быть его концепция. Вопрос настолько важный для нашей страны, нашего государства, что мы сегодня обсуждаем его не только с участием членов президиумов нашего экспертного совета, но и с участием председателя Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Кроме того, у нас участвуют депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации, представители Министерства экономического развития Российской Федерации, руководители исполнительных и законодательных органов государственной власти Республики Саха-Якутия, Республики Коми, Республики Бурятия, Ненецкого автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Чукотки, Еврейской автономной области, Забайкальского, Красноярского, Камчатского, Приморского и Хабаровского краев, Архангельской, Амурской, Сахалинской областей, города Норильска, города Воркуты, Таймырского, Долгано-Ненецкого автономного муниципального района. Кроме того, участвуют члены правительства Республики Саха-Якутия, депутаты Государственного собрания Республики, представители науки, представители бизнеса. Это, еще раз подчеркивает, такое большое представительство, актуальность и значимость этого вопроса. Я предоставляю слово председателю Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валентине Ивановне Матвиенко. Спасибо. Уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемый Александр Николаевич, дорогие друзья, всем доброе утро. Действительно, утро, в Москве 5 утра, мы уже с вами приступили к активной работе. Вячеслав Анатольевич в своем вступительном слове сказал о целях проведения нашего расширенного совместного заседания. И в эти дни Якутия, Якутск стали таким центром Дальнего Востока, центром Арктики. Вчера прошло заседание ассоциации этого региона. Сегодня мы проводим такую важную встречу. Я хочу поблагодарить всех членов экспертного совета по Арктике, все, кто принял наше приглашение сегодня. И надеюсь, что наш разговор будет очень содержательным, конкретным, предметным. Мы должны не только обсудить концепцию проекта федерального закона, может быть, в более расширительном плане, те законодательные решения, которые позволят осуществлять масштабные проекты и превратить Арктику в кардинально расширенную базу ресурсов России 21 века. И конечная цель этого в полной мере раскрыть экономический и социальный потенциал этой уникальной территории. Безусловно, очень важно, что мы проводим выездное заседание именно в Якутии. Здесь Якутия является крупнейшим арктическим регионом России, где проживает значительная часть представителей коренных малочисленных народов Севера. Поэтому вопросы, касающиеся развития арктических территорий, являются особенно актуальными для республики, постоянно находятся в центре внимания руководства региона. И на примере этой республики виден весь тот комплекс проблем, которые имеются, которые требуют законодательного, нормативного решения, которые требуют участия федерального уровня. И в то же время здесь, в таком самом обширном субъекте Российской Федерации, руководство республики любит измерять территорию республики. Якутия – это 7 Франций. Один из районов Якутии, так практически там, это Франция. Недавно было выездное заседание нашей межпарламентской комиссии российско-армянской. Егор Афанасьевич тут же подсчитал, что на территории Якутии сколько Армении помещается? 114 Армении и так далее. Но это образные такие сравнения, которые показывают действительно масштаб этой территории, масштаб республики, насколько он велик. Поэтому, естественно, он требует
большого внимания. И в то же время, повторюсь, здесь наработан очень интересный и ценный опыт по решению многих проблем, актуальных для большинства арктических регионов страны. Именно поэтому мы выбрали Якутию для рассмотрения этих вопросов. Вопросы освоения Арктики, разделения сфер влияния в этой зоне выходят сегодня и на первый план международной повестки, международной политики. Арктику справедливо называют глобальной кладовой природных ресурсов. Естественно, что она словно магнит притягивает внимание многих стран. Россия сможет надежно защитить национальные интересы в этом регионе только с помощью ускоренного развития своих арктических территорий. В последние годы в развитии российской Арктики открылась новая страница, был принят целый ряд значимых документов. Среди них основы государственной политики в Арктике, стратегия развития арктической зоны, государственная программа по социально-экономическому развитию арктической зоны. Указом президента России определен состав арктической зоны Российской Федерации, принят ряд новых законодательных норм регулирования хозяйственной деятельности в арктических регионах. В начале нынешнего года указом президента России была создана Государственная комиссия по вопросам развития Арктики. Председателем этой Государственной комиссии, как вы знаете, является заместитель председателя правительства Дмитрий Олегович Рогозин. В целом можно сказать, что сформирована четкая государственная позиция, политика. Россия должна вернуть, причем на новом уровне, лидирующую роль в освоении Арктики, которая заслуженно принадлежала нашей стране в 20 веке. На этом пути удалось добиться определенных результатов. Многие отечественные добывающие компании начали здесь реализацию крупных проектов. Вводятся новые мощности по добыче нефти и газа в Ненецком, Ямало-Ненецком автономном округе. Расширяются работы на шельфе. Многое сделано для восстановления Северного морского пути и защиты наших арктических пространств от возможных угроз. Это все хорошо, это все позитивный наработанный капитал. И тем не менее, мы должны признать, что задачи развития арктических территорий решаются все же пока недостаточно эффективно. Это наглядно видно и по данным о социально-экономическом положении регионов Арктики, которые приведены в очередном докладе нашего экспертного совета. Я надеюсь, вы с ними ознакомились. Отдельная тема для разговора – развитие Северно-морского пути. На рубеже 90-х годов прошлого века по нему ежегодно перевозилось до 8 миллионов тонн различных грузов. К сегодняшнему дню грузопотоки снизились в 6 раз. Из 50 с лишним портов и портопунктов перестали действовать более половины. Напомню, что о необходимости возрождения Северного морского пути как об одной из важнейших государственных задач говорил в своем послании Федеральному собранию в декабре прошлого года президент Владимир Владимирович Путин. А для Федерального собрания послание президента является главным ориентиром в его законотворческой, законодеятельной работе, но и не только для Федерального собрания. Это послание адресовано и к органам исполнительной власти, поэтому мы вместе должны эффективно сотрудничать и решать поставленные задачи. Следует прямо сказать, существующая нормативно-правовая база, хотя много сделано действительно за последние годы, но она еще далеко не отвечает задачам комплексного развития арктических территорий. Ключевой документ в этой части – государственная программа по социально-экономическому развитию арктической зоны. К сожалению, как сам документ, он безусловно важен, но он не содержит ни индикаторов, ни четких показателей, по которым можно судить об эффективности ее реализации, не, что очень важно, но тем не менее не предусмотрено финансирование программы из федерального бюджета, иначе говоря, то есть формально документ есть, он безусловно как стратегический документ, определяющий цели, направления, важен, он утвержден,
но в таком виде он полноценно, конечно же, работать не может. И тогда возникает вопрос, то есть документ приняли, затратили огромные усилия по его подготовке, но не создали реальных финансовых и иных инструментов для его реализации, тогда возникает справедливый вопрос, а для чего он в таком виде нужен. Напомню, что уже год прошел после принятия закона о стратегическом планировании, которым установлены требования к государственным программам. Примерно столько же времени прошло и после утверждения президентом Российской Федерации сухопутных территорий арктической зоны. Однако до сих пор ничего не сделано для того, чтобы привести программу в соответствие с этими требованиями и документами. Считаю, что по итогам заседания нам необходимо поставить вопрос перед председателем правительства о содержательном наполнении данной государственной программы собственными мероприятиями, а не выдержками из других программных документов. У нас здесь присутствует и заместитель министра экономического развития, и другие представители федеральных органов. По итогам нашего заседания мы сформулируем такого рода предложения, поставим их на контроль, будем добиваться их реализации. Нормы, регулирующие социально-экономические отношения в арктических регионах, представлены почти в сотне федеральных законов. Вот представьте, сотня законов федеральных, и там где-то вкраплены те или иные моменты, касающиеся развития арктической зоны. Это, конечно, очень сложно работать, и при этом у нас в арктической стране до сих пор нет базового системообразующего документа, в котором бы учитывалась специфика арктической зоны и предусматривались механизмы для обеспечения ее комплексного развития. Конечно же, сегодня этот вопрос просто остро встал в повестку дня. И в этом плане наша страна отстает от других арктических государств, активно ищущих эффективные подходы к развитию своих приполярных и заполярных территорий с учетом страновой и региональной специфики. И необходимо творчески и нам этот опыт осваивать. Хочу напомнить, что впервые проблему законодательного регулирования отношений в арктической зоне поднял именно Совет Федерации в свое время. Еще в 1998 году по инициативе членов Совета Федерации от арктических регионов был разработан и даже внесен в Государственную Думу проект федерального закона об арктической зоне Российской Федерации. Но вот прошло уже более 15 лет, но дискуссия о необходимости и содержании такого документа продолжается до сих пор. По-моему, учитывая актуальность этой темы, хватит заниматься разговорами, обсуждениями. Я не знаю там ни одного, наверное, ведомства, которое было бы против того, что такой закон необходим. Но, к сожалению, все эти обсуждения, дискуссии не перешли в практическую плотность. Более того, в 2013 году правительство Российской Федерации, рассматривая на заседании очередной вариант проекта федерального закона об Арктике, признало целесообразным, наконец-то, целесообразным принятие такого правового акта. И аргументировано это было тем, что вопросы развития арктической зоны могут быть урегулированы отраслевым, признала нецелесообразным, я неправильно сказала, признала нецелесообразным в очередной раз принять такого акта. И аргументы понятные, что это может быть отрегулировано отраслевым законодательством. Полагаю, что события последних 2 лет заставляют всех нас по-другому взглянуть на это решение. Считаю, что, повторюсь, время разговоров прошло, и пора разрабатывать и принимать специальный закон о комплексном развитии Арктики, и другого, на мой взгляд, уже сегодня нам не дано. Понятно, что это будет непростой путь, но если уж вот сейчас мы по итогам обсуждения придем к такому окончательному выводу о необходимости такого закона, то уже дело чести Совета Федерации и Вячеслава Анатольевича Штырова как председателя экспертного совета, и
представителя Совета Федерации во всех дальневосточных, арктических и иных органах, Министерства экономического развития, руководители регионов, которые должны проявлять больше инициативу, оказывать поддержку этому закону. И я, естественно, как председатель Совета Федерации, буду настойчиво добиваться принятия такого закона. В случае, если мы все сегодня придем к такому мнению и выскажемся в плане наполнения этого закона конкретными нормами, чтобы у нас было достаточно аргументов, доказательств в пользу принятия такого закона. Также мы должны учитывать, что федеральным законом о стратегическом планировании введено понятие макрорегиона. Мне кажется, это дает дополнительные возможности для выделения арктической зоны России в большой самостоятельный объект государственной политики, так называемый макрорегион. Если принимать закон, то он не должен быть набором благих пожеланий, неким меморандумом о намерениях. Закон должен быть документом прямого действия, четким, понятным, без декларативных пожеланий маниловского типа, не подкрепленных финансовыми и организационными механизмами. Это самое главное. В законодательстве должны быть заложены основные финансовые механизмы развития арктических территорий. В Арктике следует установить особый режим экономической деятельности, внедрять дополнительные меры стимулирования инвестиционной деятельности, в том числе дифференцированное налогообложение, предоставление налоговых каникул, таможенных льгот для действующих в Арктике компаний при закупке новых технологий, особенно адаптированных к арктическим условиям. Необходимо предусмотреть меры стимулирования инновационной деятельности, интеграции науки и производства, в том числе через создание и развитие научно-производственных кластеров. Нужно адаптировать к условиям Арктики и меры поддержки малого и среднего бизнеса, в том числе с использованием механизмов государственного и частного партнерства. Это очень важная задача с учетом того, что большая часть арктических городов являются моноотраслевыми. Следует повысить роль государства в развитии инфраструктурных отраслей, особенно транспорта и связи. Роль серьезнейшего стимула для социально-экономического развития арктической зоны могла бы сыграть реализация обсуждаемого в последние годы масштабного проекта по созданию интегральной евразийской инфраструктурной системы. Речь идет о создании трансевразийского пояса международного сотрудничества по развитию транспортной и коммуникационной инфраструктуры, соединяющей Европу и Азию от Атлантического до Тихого океана. И это не некие там маниловские мечтания, коллеги. Если мы в нашей стране не будем реализовывать такие крупные мегапроекты, которые дают мощный стимул развитию целых территорий, а реализация такого мегапроекта как раз могла бы сыграть большую роль для стимулирования социально-экономического развития региона Арктической зоны, то мы не будем иметь такой серьезной масштабной стратегии развития, если мы не будем говорить и реализовывать такие мегапроекты. Понятно, что когда мы такие предложения вносим в экономическое, финансовое ведомство правительства, всегда один ответ – это уменьшить налоги в бюджет, все преференции налоговые. Но сегодня мы вообще ничего не получаем в бюджет от того, что не доразвиваем эти территории. А если мы дадим некие преференции, льготы, то мы получим большой кумулятивный эффект, и мы потом будем получать реально как раз доходы в бюджет. То есть, ну, если ничего не делать, то можно просто заморозить ситуацию. Если мы хотим реально ее двигать, понятно, речь не идет о каких-то избыточных, там, экономически необоснованных преференциях, льготах, но по-другому, если мы не ставим особых, отдельных условий, по-другому рассчитывать на приток инвестиций, приход бизнеса, активизацию малого и среднего не приходится. Вот мы провели с Егором Афанасьевичем подробный сегодня разговор, я более детально погрузилась, вот, в частности, проблемы Якутии. Ну, конечно, мы должны понимать и чувствовать эти нюансы. И
создавать условия для того, чтобы эти проблемы быстрее решались. Я считаю, что для арктических регионов должна быть усилена степень государственного регулирования цен и тарифов на услуги транспорта, электроэнергетики, жилищно-коммунального хозяйства, потому что у нас территории находятся в разных конкурентных условиях, в разных условиях для развития экономики и бизнеса. Очень важно, на мой взгляд, особое внимание уделить мерам по повышению доступности авиаперевозок. Вот для Республики Якутия это главнейший вопрос. Такая огромная территория, без налаженного авиационного сообщения, она не может развиваться, а потом мы не можем создать благоприятные условия для проживания людей, для миграции трудовых ресурсов, ну и так далее. Еще один приоритет – это сбережение уникальных экологических систем Арктики. Ведь от состояния ее экосистемы, как сегодня доказано наукой, напрямую зависит природно-климатическое равновесие всей планеты. При безответственном отношении к окружающей среде мы вместо глобальных преимуществ от использования ресурсов этого макрорегиона мы породим глобальные проблемы. Поэтому это вопросу это одна из приоритетных задач. Рассчитываю, что этому будут способствовать принятые в минувшем году законы, нацеленные на внедрение предприятиями наилучших доступных технологий формирования современной системы обращения с отходами. Разработчиками закона об арктической зоне следует внимательно изучить предложения в сфере недропользования, поступившие и в том числе от участников Невского международного экологического конгресса, который прошел в мае этого года в Санкт-Петербурге. Там было очень много интересных, полезных предложений. Обустройство инфраструктуры арктической зоны неизбежно затронет жизнь людей, которые традиционно проживают на этих территориях. Вопросы получения ими справедливой компенсации в случае ущерба при разработке месторождений, развитии транспорта должны стать важной частью нового законодательства об Арктике. Инфраструктура должна служить людям, а не усложнять им жизнь. И, кстати, вот эти проблемы малочисленных коренных народов, проживающих традиционно на этих территориях, они должны учитываться вот реально. Мне тоже сегодня Егор Афанасьевич рассказал о тех, ну, просто абсурдных нормах, которые на сегодня существуют, когда малочисленные коренные народы просто элементарно ограничены в своих правах, что недопустимо. Если уж недроразработчики, недропользователи приходят в регион, они должны вести себя социально ответственно к местным жителям, коренным народам и не ухудшать условия их жизни, а наоборот создавать условия для улучшения их жизни, учитывать пожелания и интересы этих народов, традиционно проживающих на этих территориях. Это очень такая чувствительная материя. Здесь нужен баланс, чтобы не завалиться ни в одну, ни в другую сторону, не сделать эти территории инвестиционно привлекательными, в то же время щадящими как к природе, так и к коренным жителям. Уважаемые коллеги, сегодня уже все более становится очевидным, что Арктика – это не просто регион наших стратегических интересов. Россия – это великая северная держава, и сама история и география уже много веков назад поставили перед нашим народом задачу обустройства этих земель. И нам от этого никуда не деться. Уверена, что сегодня прозвучит немало конструктивных идей, предложений, которые в скором будущем обретут силу законов, нормативных актов. И прежде чем приступить к нашей уже работе конструктивной, я хочу поздравить, мы все-таки находимся на якутской земле, поздравить всех участников нашего совещания, прежде всего наших гостеприимных хозяев с национальным якутским праздником Исех Туймады. Он родился на очень суровой земле, но стойкий и полный оптимизма характера якутского народа сделал это радостным, жизнеутверждающим обычаем непростой северной жизни,
и у нас будет возможность познакомиться с этим национальным якутским праздником. Я хочу пожелать всем жителям этой суровой земли благополучия, процветания, успехов. Хочу поблагодарить главу республики Егора Афанасьевича, председателя законодательного собрания Александра Николаевича за то, что они пригласили нас в республику, за оказанное гостеприимство, за созданные хорошие условия для нашей работы. Егор Афанасьевич, мы, что называется, отработаем. Раз уж мы приехали в Якутию, то по итогам нашей работы я надеюсь, что мы сможем выполнить ваши поручения, которые вы нам дали, еще сегодня дадите, и подготовить не только изменения в законодательные акты, но и поработать вместе с исполнительной властью по решению актуальных проблем, которые волнуют ваш регион. Спасибо, благодарю за внимание. Спасибо, Валентина Ивановна. Уважаемые коллеги, дальше мы будем работать так. У нас будет доклад на 15 минут, вот отсюда с трибуны будет выступать докладчик. А потом выступления тех членов экспертного совета или приглашенных руководителей специалистов, которые заранее просили слово для выступления. Они должны выступать с места по 5 минут. После этого мы сделаем небольшой перерыв, а потом у нас будет свободная дискуссия вот на заданную тему. Вот такой план работы. Конечно. Значит, я предоставляю слово для доклада сейчас Цыбульскому Александру Витальевичу, заместителю министра экономического развития Российской Федерации. Егор Афанасьевич. Он хочет выступить по мотивам доклада. Спасибо большое, уважаемый Валентина Ивановна, уважаемый Егор Афанасьевич. В первую очередь хочу поблагодарить за возможность обсудить эту действительно актуальную тему в столь представительной аудитории и поблагодарить за интерес и внимание, которое ей уделяется. Действительно, как Валентина Ивановна правильно сказала в своем выступлении, вопрос подготовки отдельного федерального закона о развитии Арктики обсуждается сейчас на различных площадках. Более того, были попытки разработать такого рода документ уже в недавнем прошлом. Последний подготовленный законопроект он носил так больше рамочный характер и скорее определял состав сухопутных территорий арктической зоны и формирование общих направлений государственной политики Российской Федерации в Арктике. Фактически, как показывает такой подход, не в полной мере обеспечивал правовое регулирование отношений в арктической зоне Российской Федерации, которые действительно намного шире и всеобъемлющий, и в связи с этим достичь согласованного решения по форме и содержанию законопроекта не удалось, и логического завершения проделанной работы не произошло. Законопроект, как нормативно-правовой акт, так и остался законопроектом, принят не был. Несмотря на это, за последнее время был принят, как Валентина Ивановна отметила в своем выступлении, ряд стратегических документов, которые определил устойчивый вектор развития наших арктических территорий. Это, в первую очередь, основа государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. Это стратегия развития арктической зоны Российской Федерации, обеспечения национальной безопасности 2020 года. Указом президента Российской Федерации 2 мая 2014 года определен состав сухопутных территорий арктической зоны, в который полностью или частично вошли 8 арктических субъектов Российской Федерации. Распоряжением правительства Российской Федерации федеральный план статистических работ дополнен подразделом «Показатели социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности». Это позволило выделить Российскую Арктику в самостоятельный объект государственной политики, стратегического планирования и статистического учета. И это действительно очень важный шаг к созданию и развитию Арктики как макрорегиона, о чем говорилось ранее. Важным направлением и вехой в развитии Арктики стал образованная указом президента Государственная комиссия по вопросам Арктики, которая, по сути, стала основным межотраслевым инструментом государственного управления арктической зоной Российской Федерации. Применительно к арктической зоне, как объекту госуправления, критически важно применение четких, понятных, всем единых для всех правил игры. Именно поэтому мы снова возвратились к идее разработки единого федерального закона, условно можно назвать его развитие Арктики.
Мы уже обсуждали проблематику арктического законодательства на различных площадках, в том числе в рамках экспертного совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации. И заключение ведущих экспертов показывает, что в целом федеральное арктическое законодательство на сегодняшний день является фрагментарным, а по отдельным вопросам архаичным и не соответствующим тем вызовам, которые возникают сегодня в связи с задачами по модернизации арктической зоны и обеспечению национальных интересов России. В связи с этим очевидным становится необходимость кодификации и систематизации всей нормативно-правовой базы, регулирующей хозяйственные и иные отношения в Арктике, разработки отдельного документа высокой юридической силы федерального закона. По этому пути пошли многие наши соседи по арктической зоне, иностранные партнеры, как традиционные арктические державы, так и внерегиональные игроки наращивают свои активности в арктическом регионе. Это важные обстоятельства необходимо учитывать. Мы должны играть лидирующую роль в процессе освоения Арктики, используя для этого как двух, так и многосторонние форматы международного взаимодействия. Рассматривая международный опыт, необходимо отметить, что большинство арктических стран в различной степени и в различной форме, но отражают арктическую специфику в своем правовом регулировании, а также активно трансформируют свое законодательство в соответствии с современными тенденциями и вызовами. Для начала системной работы по подготовке закона об Арктике нам следует провести анализ всей существующей нормативно-правовой базы, прямо или косвенно влияющей на развитие Арктики на международном и национальном уровне, установить противоречия, пробелы в правовом регулировании. И такая работа уже ведется, я скажу о ней чуть позже. Что касается предлагаемого к разработке федерального закона, то нам представляется целесообразным рассматривать его как комплексный документ, объединяющий в себе помимо общих положений отраслевую специфику, а также особенности нормативно-правового регулирования арктических территорий. В нем, наряду с прочим положениями, должны быть определены параметры, особые правовые режимы хозяйственной и иной деятельности в арктической зоне, определены эффективные меры государственной поддержки такой деятельности, механизмы государственно-частного партнерства, закреплены финансовые инструменты для устойчивого развития Арктики. В нем необходимо будет учесть вопросы освоения континентального арктического шельфа и оценку воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, определить особенности реализации государственной и социальной политики и регулирования трудовых отношений в арктической зоне. Кроме того, в законе должны найти свое отражение положения о формировании единой арктической транспортной системы и сохранении традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. Помимо прочего, в законе могут быть обозначены основные приоритеты международного сотрудничества и взаимодействия в области устойчивого развития Арктики. Мы ведем с экспертами работу по возможной структуре документа, и если вкратце, то уже на сегодняшний день видим примерный скелет этого нормативного правового акта. По нашим сегодняшним дням оценкам и ожиданиям он должен состоять из нескольких разделов. Это управление в области устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации, гарантии прав лиц, проживающих и работающих в арктической зоне Российской Федерации, особенности государственного регулирования устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации, осуществление государственной поддержки деятельности, осуществляемой в арктической зоне Российской Федерации, международное сотрудничество в области устойчивого развития Арктики и заключительные положения. По нашему мнению, реализация такого подхода позволит сформировать реальную эффективную систему государственного управления, а также создать рамку для развития хозяйственной деятельности на территории арктической зоны и, как следствие, улучшения качества жизни населения в этом регионе. В данной аудитории нет необходимости говорить о специфике арктического региона. Эта специфика влияет на возможности реализации инвестиционных, инфраструктурных проектов, отражается на социальной сфере, экологии и всех остальных сферах деятельности. Все эти особенности должны учитываться при формировании нормативно-правовой базы. И работа в этом направлении уже ведется. Государственной комиссии по вопросам развития Арктики дано поручение провести анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы, связанные с Арктикой. И для этого в практическом плане до 1 августа мы должны провести такой анализ и представить мотивированные предложения и аргументированные предложения о целесообразности и форме федерального закона о развитии Арктики. Эту работу мы сейчас ведем совместно с заинтересованными министерствами, ведомствами, регионами, экспертным сообществом. Хочу также отметить, что эта работа невозможна без четкого и слаженного межотраслевого межведомственного взаимодействия. И это взаимодействие, как нам видится, может быть обеспечено
по двум основным направлениям. С одной стороны, для такой работы предлагается использовать созданную в рамках Государственной комиссии рабочую группу по социально-экономическому развитию Арктики, которую возглавляет министр экономического развития Алексей Валентинович Улюкаев. Но, кроме всего прочего, мы хотели бы в том числе и рассчитывать на поддержку Совета Федерации как некого связующего межотраслевого звена. Ну вот в целом, наверное, все. Спасибо за внимание. Вопрос Конечно. задам. Значит, позиция Министерства экономического развития понятна. Я уже говорила, что в 2013 году как бы было признано нецелесообразным принятие такого закона. Какова позиция сегодня других министерств и ведомств в пользу принятия закона об Арктике? Ивановна, она не однородна. Я бы сказал, конечно, отраслевые министерства во многом, я бы сказал, с меньшим энтузиазмом, чем мы, идут на кодификацию, унификацию подхода по развитию Арктики. В целом, конечно, наши коллеги из отраслевых министерств и на сегодняшний день продолжают считать, что во многом эта работа могла бы регулироваться отраслевым законодательством. Тем не менее, мы все равно уверены и будем настаивать на этом. Я хотел сказать, что я согласен с каждым тезисом, высказанным вами в вашем выступлении. Мы будем настаивать, что, конечно, единый федеральный закон, определяющий рамку, являющийся некой основой развития арктической территории как макрорегиона, нам необходим. Понятно. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется главе Республики Саха-Якутия Егору Афанасьевичу Борисову. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги, прежде всего я хотел бы вас приветствовать в городе Якутске на этом ответственном мероприятии, которое определит по большому счету будущее нашей Арктики. Я очень коротко хотел бы все-таки, с учетом того, как принимающая сторона, немножко ознакомить с ситуацией в Республике Саха-Якутия. Республика сегодня считается динамично развивающейся, хотя есть определенные, мы понимаем, причины сегодня беспокоиться, но по итогам полугодия мы динамику, тенденцию роста основных показателей сохраняем. Это имеется в виду валовой региональный продукт. Темпы немножко сокращаются, но рост наблюдается. Инвестиции в экономику сегодня в целом тоже дают определенные результаты. Мы в течение 5 лет вложили почти 1 триллион рублей в развитие экономики. Сегодня, соответственно, повышаются и доходы населения, средняя заработная плата сегодня составляет 51 тысяча рублей. Социальная политика у нас очень четко выдерживается. 35 программ в республике реализуются. За последние годы по этим программам израсходовано более 400 миллиардов рублей. И, соответственно, конечно, результаты, они видны. Прежде всего, это речь идет о естественном приросте населения. Мы постоянно в последние десятилетия видим. Сегодня последние 5 лет выросла продолжительность жизни на 2 года. Это быстрее, лучше, чем среднероссийские показатели. И рождаемость растет, смертность сокращается. И это показатели, которые прежде всего связаны с реализацией майского указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Они у нас находятся в пределах общих требований, и они в основном выполняются. Конечно, есть сегодня определенные сложности, объективные. Прежде всего, это речь идет о нашей территории, огромной территории, соответственно, и плотность населения маленькая. Это инфраструктурные ограничения по энергетике, по транспорту. Соответственно, наша политика формируется исходя из этого. И реализуются конкретные проекты, которые тоже дают определенный четкий результат. Сегодня хотел бы сказать следующее, именно с учетом нашей темы разговора, которая очень важна для Якутии. Якутия – это, по большому счету, арктический регион. Вы сами знаете, температурный перепад составляет 110 градусов. Зимой доходило до 70 градусов мороза, кому неизвестно.
летом через полмесяца будет плюс 40 градусов. И в таких условиях жить, творить и заниматься производством достаточно серьезно. Притом зима в среднем это 8 месяцев. И, конечно, решать все задачи, которые перед нами поставлены, для нас они, может быть, и более усложненные, понятные, но мы все эти задачи как бы решаем. Но сегодня тема, она актуальнее тем, что последние, ну, скажем, 20-летия, в принципе, арктические проблемы в целом по стране, может быть, и у нас в Республике Саха-Якутия мало занимались. А сегодня потребность такая есть, и стратегическая задача, которая поставлена президентом, она должна реализовываться, притом реализовываться более эффективно. В Республике Саха-Якутия мы понимаем, что промышленность, мы являемся промышленным субъектом, горнодобывающая промышленность достаточно уверенно работает. В последнее время мы занимаемся углеводородами, но большое внимание требует, конечно, и сельское хозяйство. У нас уникальное сельское хозяйство. На планете Земля, на таких северных широтах никто не занимался хлебопашеством и скотоводством, нежели в Якутии. Мы сегодня имеем больше половины поголовья крупного рогатого скота всего Дальнего Востока, не говоря уже об оленеводстве, о промыслах. И мы, конечно, сегодня понимаем, что сельское хозяйство, особенно тех людей, которые занимаются традиционными отраслами на севере, требует особого внимания. Поэтому в 2013 году мы объявляли годом села, в 2014 году объявляли годом Арктики, и в связи с этим формировали определенный приоритет. И 2015 год для Якутии является годом предпринимательства. То есть, когда мы объявляем такие вещи, то, конечно, это позволяет нам четко для себя представлять более картину по приоритетам. И, соответственно, когда мы объявляли год Арктики, мы не говорили о том, что заниматься будем в течение одного года, а сформулировали свои уже более дальние цели и задачи и приняли определенные программы. И, конечно, в результате такой работы, в частности, мы сегодня остановили отток сельского населения в города. Это массово шло в 90-е годы и 2000-х годах. Мы сегодня стабилизировали население в Арктике. У нас уже стабильно сегодня стоит количество людей, которые живут. Раньше это был тоже огромный отток. Хотя некоторые могут подумать, что это мы нашли какое-то дно. Нет, это не так. Сегодня люди понимают, что мы политику изменили. В связи с тем, что мы сегодня обсуждаем концепцию проекта федерального закона об особых условиях социально-экономического развития арктической зоны, я хотел бы обратить уважаемое собрание на конкретные вопросы. Первый вопрос. Мы считаем, что указ президента Российской Федерации, который был утвержден о сухопутных территориях арктической зоны, мы считаем, что по отношению к Якутии должны расширяться. Туда попали 5 арктических районов, которые намного легче живется, чем тем районам, тем территориям, которые были за полярным кругом, но они были в глубине с точки зрения транспортного доступа, с учетом условий жизни. То есть по определенным критериям еще 8 районов им сложнее, чем в арктических районах, которые оказались в этом указе. Поэтому мы обосновываем сегодня это подходы и просим, чтобы в законе все-таки четко были отражены посредством установления критериев районирования. Второе. Мы просим, чтобы законопроект прямым образом отрегулировал те противоречия, которые существуют в других федеральных законах, которые регулируют жизнедеятельность людей, которые живут в условиях Арктики.
Имеется в виду закон о малочисленных народах Севера, закон об охоте, закон об рыболовстве. И они создают такие неприятные ощущения, и такие противоречия, что людям неудобно становится даже как жить там. Поэтому все это противоречие этим законам должно полностью снять. У нас есть проблемы, которые связаны с земельным и лесным кодексом по отношению к Арктическим регионам. Здесь тоже подготовлены конкретные предложения республики, которые тоже должны быть отрегулированы в этом же аспекте в соответствии с принятием разработки этого закона. Но это, может быть, не касается этого закона, но мы считаем, что все-таки есть у нас такая отрасль в сельском хозяйстве, которая называется оленеводство. Это уникальная традиционная деятельность коренных народов Севера, которая требует определенного тоже регулирования. Но, к сожалению, механизмов таких региональных, которые мы имеем, они никак не вклиниваются. И те федеральные законы, которые вот я выше назвал, и сегодня напрашивается появление закона об оленеводстве в Российской Федерации. Это не только Якутия, это весь север, начиная от Мурманска, кончая Камчаткой. Потребность в этом законе явно присутствует. Так, есть еще одна проблема, которую мы тоже долго ставим. Есть такая мамонтовая фауна, которая сегодня как бы регулируется законом о недрах, но при этом написано, что это как полезное ископаемое должно при этом, находясь в законе о недрах, регулируется должно отдельным механизмом, которого десятка лет нет. Никто не принимал этот механизм. В результате сегодня контрабандная добыча мамонтовой фауны развивается, много людей становятся преступниками, при определенных условиях могли бы стать хорошими бизнесменами, хорошими добытчиками, хорошими переработчиками. К сожалению, этот вопрос вообще не отрегулирован. И на северах Якутия богата этой фауной, есть у нас целые кладбища, которые можно было в рамках законов регулировать и упорядочить эту ситуацию. Так, у нас есть проблемы, которые по жизни сегодня мы чувствуем. Это жизнедеятельность недропользователей на территории Арктики. Они в основном попадают, вот я Валентину Ивановну сегодня показывал карту, где недропользователи на территории работают и где в основном пересекается с малочисленными народами. Мы говорим о том, что недропользователь, который сегодня регулируется федеральным законодательством, все-таки должна иметь определенную социальную ответственность, регулируемую федеральными законами. Так называемые лицензионные соглашения в рамках закона о недрах, они не регулируют этот вопрос. И в большинстве случаев мы вступаем в противоречие в некотором роде в социальном плане между коренными жителями и недропользователями. Это очень неудобно с точки зрения создания определенных условий развития промышленности, с другой стороны, поддержать людей, которые проживают на местах. Здесь потребуются определенные позиции, которые определила в свое время реализовать позиции Республики Саха-Якутия об этнологической экспертизе. То есть мы должны понимать, куда пришли эти недропользователи, кто там живет, с какими интересами, какими особенностями, какими определенными позициями, если мы так скажем. В этом случае вот эта этнологическая экспертиза, она очень потребна, и мы хотим, чтобы это понятие нашло отражение в этом законопроекте. Так, ну, с другой стороны, сегодня есть определенные вопросы, которые имеют отношение к особенностям Арктики. Вот только у арктических районов Российской Федерации есть проблема так называемого досрочного завоза. Это уникальная деятельность или уникальное явление, которое только у нас есть, когда товар завозится через определенные механизмы, через подготовку и отоваривается через определенные сроки. Рубль омертвляется в Якутии до 2 лет. Спичку купил в этом году, а продал через 2 года. Именно такой механизм.
А при этом привлекается много средств, кредитных ресурсов и так далее. Но, к сожалению, в этом плане государственная поддержка должна быть. Иначе мы завозом и Камчатка, Чукотка, и Красноярский север, и другие севера просто мучаются сегодня. Выходит из ситуации, непонятно, какими механизмами. Здесь должна быть гарантированная позиция. И последнее. Сегодня, когда мы ведем речь о северах, и речь ведем о гарантиях, то мы должны понимать, что объективно на северах производство на некоторых направлениях, они объективно убыточны, если так мы хотим сказать. Если мы живем в условиях рыночной экономики, вести эту деятельность должно быть запрещено. Но по обеспечению жизненной деятельности мы обязаны этим заниматься, теплом обеспечивать, электроэнергию обеспечивать, а это они все убыточны. И при этом экономически обоснованные тарифы такие высокие. У нас на электроэнергию киловатт-часов составляет до 80 рублей киловатт-час. В этом случае участие государства в удешевлении вот этой объективно формирующейся таких случаях мы же должны каким-то образом гарантированно поддержать, гарантированно это предусмотреть. Если закон это не отрегулирует, где мы будем искать правду, где мы будем искать это концы? Поэтому сегодня есть необходимость вот именно такие моменты учесть в этих законах. Вот, например, самолеты наши. Мы до Москвы летаем стоимостью билетом 12-18 тысяч рублей. А с северного района, с Чирска сюда прилететь, надо платить 38 тысяч рублей в один конец. Два конца, видите сколько? Мы пытаемся датировать, но у нас нет обоснований. Минфин России говорит, зачем датировать? Мы вам дотации не дадим на это. Вот и все, весь смысл разговора. Поэтому вот в таких случаях нам необходима все-таки определенная какая-то поддержка. Вот я хотел сегодня, пользуясь моментом, подчеркнуть эту позицию. Спасибо. Спасибо. Слово предоставляется Клишесу Андрею Александровичу, председателю Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Егор Афанасьевич, участники заседания. В своем выступлении Валентина Ивановна уже говорила об актах президента, которым утверждены стратегия развития арктической зоны и состав арктической зоны. В то же время мы слышим в выступлении главы республики, что и состав, возможно, требует более четких законодательных определений с точки зрения критерия. Однако все эти документы, при всей своей значимости, они не определяют статус арктической зоны как объекта правового регулирования, как специального объекта правового регулирования. Это представляется достаточно важным. Сложилось в то же время мнение, я думаю, что многие эксперты, которые здесь присутствуют, также придерживаются этой точки зрения, что законодательное регулирование не только статуса зоны необходимо, но также необходимо на законодательном уровне определение целей и направлений развития арктической зоны. Для обеспечения несколько проблем, которые в связи с этим встают. Для обеспечения привлечения трудовых ресурсов в целях расширения российского присутствия в Арктике, помимо комплекса мер социально-экономического характера, необходимо принимать ряд мер миграционного характера. Я остановлюсь на тех вопросах, которые в первую очередь касаются компетенции нашего комитета. Здесь и правила регистрационного учета, которые более четко необходимо соблюдать во всех субъектах Федерации. Отдельные положения указанных правил, ввиду их неопределенности, требуют уточнения, возможно. В частности, это касается положения о документе, являющемся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации основанием для вселения в жилое помещение, а также о должностных лицах, занимающих постоянно или временно должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей по контролю за соблюдением правил пользования жилыми помещениями и помещениями социального назначения. Указанные правовые институты действующими федеральными законами и правоприменительной практикой не предусмотрены. В то же время, согласно правовой позиции Конституционного суда Российской Федерации, федеральные органы регистрационного учета уполномочены лишь удостоверить акт свободного волеизъявления гражданина при выборе места пребывания и жительства. Поэтому регистрационный учет не может носить разрешительного характера и не должен приводить к ограничению конституционных прав граждан выбирать место проживания и жительства. Механизм использования такого правового средства, как регистрация, не должен служить целям, несовместимым с уведомительным характером, поскольку иное приводит к нарушению конституционных прав и свобод.
Развитие системы отдыха и оздоровления детей в современных условиях жизнеобеспечения является одним из важных направлений социальной политики. Проживание значительной части населения России в районах с неблагоприятными климатическими условиями, к которым относится большинство районов Крайнего Севера, предъявляет к организму человека, особенно к организму ребенка, достаточно высокие требования. Здесь необходимо отметить, и я надеюсь, что многие поддержат инициативу главы города Норильска Олега Курилова о разработке федеральной целевой программы, включающей мероприятия по организации круглогодичного отдыха детей, проживающих в районах Крайнего Севера. Это тоже может быть предметом регулирования данного закона. Конечно же, многие поднимают вопрос о коренных малочисленных народах. У нас, Валентина Ивановна, в Совете Федерации состоялась встреча ассоциации с теми, кто проходит обучение по программе Организации Объединенных Наций на российские гранты, представителей коренных малочисленных народов, и они очень многие вопросы также поднимали. Нельзя не отметить здесь, что этот вопрос регулируется у нас в государстве на самом высоком уровне. Это статья 69 Конституции, которая гарантирует права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами. Вопросы защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей относятся к предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов, поэтому я бы хотел особо обратить внимание, что, конечно же, ответственности в данном вопросе у субъектов тоже достаточно. Не только на уровне Федерации эти вопросы могут решаться. Права коренных малочисленных народов, проживающих в Российской Федерации, гарантируются и рядом федеральных законов, но я здесь соглашусь со многими экспертами, которые говорят, что регулирование данного вопроса на сегодняшний день является явно недостаточным. В то же время, что мы видим? Мы видим, что в районах Крайнего Севера наблюдается прирост населения, и в первую очередь это обусловлено естественной трудовой миграцией на предприятиях нефтегазовой отрасли. Отсюда очень многие проблемы. Я думаю, что и те проблемы, о которых говорил глава республики, они многие проистекают из этих явлений. Вместе с тем, обеспечение гарантий, в том числе социальных гарантий для коренных малочисленных народов, это важная жизненная необходимость. Северные территории являются безальтернативным местом проживания для этих малочисленных народов. В связи с этим представляется важным отразить в проекте федерального закона, Валентина Ивановна, наш комитет, безусловно, будет поддерживать принятие такого закона. Мы достаточно плотно работали над ним под руководством Вячеслава Анатольевича. Мы бы хотели, чтобы такие социальные гарантии, самое главное, правовой механизм обеспечения указанных гарантий также в этом законе был закреплен. Я когда говорил о компетенции субъектов, то здесь не могу не сказать, что в докладе генерального прокурора, который был представлен недавно на заседании Совета Федерации, в частности, содержатся многие вопросы, которые говорят о том, как исполняются социальные гарантии. Вот пример по Якутии. Генеральный прокурор в своих материалах, которые представил Совет Федерации, обратил внимание на то, что прокурором Республики Саха-Якутия в 2014 году вносилось представление в правительство республики в связи с необеспечением лекарственными препаратами граждан, проживающих в отдаленных и труднодоступных местах. Конечно же, много специфики. Я думаю, что совершенно справедливо говорили о том, что не в этой аудитории говорить о каких-то специфических или особых условиях. Все мы их очень хорошо понимаем. И, безусловно, принятие специального нормативного акта, где четко будет определен предмет регулирования, арктическая зона будет определена как именно объект специального правового регулирования, является достаточно актуальным. Спасибо. Спасибо. Я обращаю внимание, Александр Витальевич, здесь очень много было предложений, которые по структуре, по сути дела, насчет этого закона надо брать на вооружение на месте. Я предоставляю слово Асееву Александру Леонидовичу, вице-президенту Российской академии наук, председателю Сибирского отделения Российской академии наук. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги, я хотел бы начать свое выступление с цитаты президента Российской Федерации на заседании Совета при президенте по науке и образованию, которое произошло 2 дня назад. Значит, цитирую дословно. «Нам нужно осваивать Сибирь, Дальний Восток, Арктику, наращивать промышленный потенциал, обеспечивать продовольственную безопасность. И эти задачи требуют принципиально новых, нестандартных технологических решений». Вот я хотел обратить в связи с этим внимание на то, что нужны новые решения по проблемам Арктики.
Значит, Российская академия наук в декабре прошлого года провела масштабную научную сессию, где эти вопросы обсуждались, в том числе касающиеся правовых норм, о которых я расскажу отдельно. Значит, я должен сказать, что рассматривался широкий круг вопросов, и от геологоразведки до правовых аспектов освоения Арктики. И я должен сказать, что в системе Российской академии наук действуют крупные центры в арктических регионах. Это Кольский, Архангельский, Тюменский и Якутский. И я должен сказать в свете этой цитаты, что Якутский научный центр является одним из крупнейших в системе Российской академии наук. Тут работает более 1500 человек. Общий финансовый оборот превышает 1,5 миллиарда рублей. Работают 8 институтов. И есть сеть стационаров, особенно важные из них это космофизические, атмосферные, биосферные, которые занимаются экологией. Значит, последние годы, благодаря поддержке республики, здесь произошли такие значительные изменения по улучшению инфраструктуры научных исследований. В частности, создан такой центр арктических исследований, имеется в виду в основном экологические проблемы, проблемы климата, углеродного состава атмосферы, проблема эрозии берегов. Это остров Самойловский в дельте реки Лены. Совершенно современная станция, которая сооружена по личному указанию президента Российской Федерации Путина и уже сейчас является одним из таких значимых научных центров мирового уровня в полярном регионе. Значит, у нас планируется создание не менее важного центра. Речь уже идет о задачах, связанных с обороноспособностью. Это Арктический центр испытания материалов, в основном авиационной техники и другой техники. Значит, это программа «Специальные материалы», которая рассчитана на ближайшие несколько лет, до 2025 года. То есть очень крупная программа. Значит, у нас построено криохранилище, значит, создана сеть особо охраняемых природных территорий. Словом, здесь очень много делается для того, чтобы были эти самые новые технологии. Я вот упомяну очень интересную технологию, связанную с базальтом, то есть это новый уровень материалов, в том числе важных для полярных исследований и так далее. Значит, переходя собственно, к повестке, да, о которой мы говорим, о концепции проекта федерального закона, то эта проблема тоже подробно обсуждалась на научной сессии, о которых я говорил. Здесь я должен сказать, что Валентина Ивановна уже упомянула, что есть более 100 федеральных законов, которые регулируют работу в Арктике. На самом деле, по данным Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации, нормативных правовых актов с арктическим содержанием около 500. Ну, имеется в виду разного уровня, правительственные, местные, корпоративные и так далее. В том числе 50 актов были составлены еще во времена Советского Союза, то есть они требуют приведения к реалиям современного времени. И вопрос стоит так, Академия наук ставит вопрос так, что должен быть не просто принят отдельный федеральный закон, что безусловно нужно и правильно, и очень много здесь правильно было сказано на эту тему, но должно формироваться арктическое право, которое должно быть нацелено на решение конкретных проблем геополитического, экономического, социального и этнокультурного развития Арктики на основе сочетания правовых актов разного уровня, начиная от международно-правовых и включая национально-правовые, такие как федеральные, правовые акты субъекта федерации, муниципальные, корпоративные, ну и другие правовые регуляторы. И это вообще большая работа, которая должна быть поставлена на системную основу. И в связи с тем, что говорил Егор Афанасьевич, необходим непрерывный правовой мониторинг эффективности действующих нормативных правовых актов и их ревизия для учета специфики предпринимательской и иной экономической деятельности в Арктике, потому что здесь те ограничения, о которых говорилось в выступлениях и Валентины Ивановны, и Егора Афанасьевича, что требуют особых подходов. Значит, в концепции федерального закона
Значит, необходимо системное решение таких проблем, как обеспечение устойчивого социально-экономического развития арктического региона вот, на основе федеральных, макрорегиональных, то есть очень тоже правильные слова были сказаны, региональных, муниципальных, экономических, социальных программ, реализации проектов государственно-частного партнерства, создания стимулов для привлечения инвестиций, обеспечения роста населения, постоянно проживающего в российской Арктике. Вторая проблема – это защита коренных народов, прав и законных интересов граждан и расширение возможностей их самоорганизации. Необходимо обеспечить баланс и рационализацию правовых средств освоения природных ресурсов Арктики для сохранения ее экологического равновесия. Здесь роль науки и тех научных центров, о которых сказал, исключительно велика. Значит, необходимо оптимизировать управление российской Арктикой, но это та проблема, которая оживленно дискутируется все последние годы, имея в виду и вот то, что связано с освоением Дальнего Востока, организацией Минвосток развития и так далее. Но здесь нужно правильное решение по новым организационным формам с учетом существующего опыта создания межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия, государственных органов территориальной компетенции. И нужно проанализировать опыт создания федеральных округов. И, безусловно, необходимо международное сотрудничество в защите и развитии российской Арктики. Вы знаете, здесь есть ряд проблем, связанных вот с границей континентального шельфа, где тоже Академия наук вносит большой вклад. И в заключение позвольте мне сказать о том, что на самом деле над наукой в регионах нависла грозная опасность, которая связана с проводимой реформой Академии наук. В этом плане научные центры и институты в регионах оказываются менее защищены по сравнению с теми мощными структурами, которые созданы в центральной части, ну и как бы в более благополучных регионах Сибири и Дальнего Востока. И нам нужно здесь обеспечить тоже новый уровень работы и принять меры, потому чтобы вот эти региональные научные центры, институты региональных научных центров были включены в программы формирования и развития научно-образовательных комплексов, потому что в регионах должны быть эти структуры интегрированы, имея в виду и интеграцию с институтами и национальными академиями наук, которые здесь существуют в Республике Саха-Якутия. И очень важный момент, что региональные научные центры и институты региональных научных центров должны быть включены в программы социально-экономического развития и реиндустриализации экономики регионов России, что связано с новыми задачами, которые связаны как бы и с экономическим положением, и с теми санкциями, которые введены. Значит, совместно с федеральным агентством Академия наук и региональное отделение должны принять меры по укреплению и развитию научных организаций, научных центров и региональных отделений, укреплению кадрового состава, развитию инфраструктуры научных центров. Но здесь я тоже должен сказать, что Республика Якутия отличается тем, что здесь очень серьезно относятся вот к научной проблематике, и институты Якутского научного центра получают очень хорошую поддержку. Вот, Егор Афанасьевич, вам за это очень большая благодарность. Ну и нам нужно расширять систему научных центров в арктическом регионе. Но вот сейчас принято решение по Архангельску, которые как бы учитывают вот эти интеграционные тенденции. И у нас, Валентина Ивановна, я должен сказать, что уже 2 года назад подписано соглашение с «Газпромом», ее подписал лично Миллер, и с губернатором Ямало-Ненецкого национального округа о создании Ямало-Ненецкого научного центра Академии наук, что очень важно для обеспечения как бы, вот, работы по освоению газовых месторождений. Там есть экологические проблемы, словом, весь пакет проблем есть. То есть для нас это тоже очень важная задача, по которой мы бы хотели получить поддержку Совета Федерации. Вот, возвращаясь к Якутии, я должен сказать, что вот то решение, то поручение, которое имеется от президента Российской Федерации, оно подписано в августе 2014 года, оно является таким как бы стимулом и возможностью защитить Якутский научный центр и как бы региональные научные центры, которые работают по полярной тематике, но от тех поспешных преобразований, которые сейчас проводит Федеральное агентство научных организаций. Вот здесь тоже хотелось бы получить поддержку членов Совета Федерации, имея в виду вот ту важность работы, которую ведут научные центры в регионах. Спасибо. Хорошо, Александр Леонидович. Ну вот помимо общих соображений по проекту структуры закона и
Вы совместно с нашими двумя федеральными университетами, значит, наберитесь сил и подготовьте специальный раздел по науке для этого закона, значит, по арктической науке. Я предоставляю слово Жиркову Александру Николаевичу, представителю Государственного собрания ЛТМН Республики Саха-Якутия, который в том числе должен выступать и по поручению Ассоциации межпарламентского взаимодействия Дальний Восток Забайкалья. Спасибо, Вячеслав Анатольевич. Уважаемый Валентина Ивановна, Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги. Сегодня я бы хотел обозначить несколько таких концептуальных моментов, которые необходимо, видимо, учесть при дальнейшей работе над законопроектом по развитию арктической зоны. Прежде всего, мы исходим из того, что на сегодня специального арктического законодательства в Российской Федерации на деле не существует. В этом в отношении прав и заместитель министра экономики Российской Федерации, и президент Сибирского отделения Российской академии наук. Ибо создававшаяся десятилетиями, начиная с 20-х годов прошлого века, система арктического северного законодательства, основанная на плановой схеме регулирования экономических и социальных процессов, она в последующие годы практически была упразднена, она или основательно разрушена. И в итоге на сегодня мы имеем только некоторые фрагментарные моменты, которые затрагивают, к тому же мало увязанные между собой, которые, в общем-то, сохранились или в отдельных законодательных актах, или же рамочно, фрагментарно регулируют те или иные отдельные, мало увязанные между собой, как я уже отметил, аспекты вопросов территории арктической зоны. И таким образом, очевидно, что приступая к разработке федерального закона об арктической зоне Российской Федерации, мы должны исходить из целесообразности и необходимости создания новой системы российского арктического законодательства, а не совершенствования, внесения изменений, дополнений в существующие и малоувязанные между собой законы, затрагивающие вопрос арктической зоны. Это означает, что закон об арктической зоне Российской Федерации, уважаемые коллеги, должен и концептуально, и по содержанию разрабатываться как базовый системообразующий закон. Как базовый системообразующий закон, создаваемый для создаваемой в Российской Федерации новой системы арктического законодательства. Разумеется, по отношению к общему федеральному законодательству, этот базовый арктический закон, он может иметь элементы рамочного закона, но по отношению к той схеме, той системе законодательства, которая будет становиться, создаваться и развиваться по обеспечению, по регулированию вопросов арктической зоны, этот законопроект должен быть именно базовым. И как базовый законопроект он обязательно потребует внесения отдельных, может быть, порой даже достаточно принципиальных изменений в уже существующее федеральное законодательство. Это с одной стороны. А с другой стороны, те законы, которые будут создаваться и которые затрагивают, сейчас созданы и затрагивают те или иные аспекты арктического вопроса, арктической зоны, включая, может быть, даже законопроект о Северном морском пути, закон о территориях опережающего развития и так далее, они должны иметь в основе своей, в общем-то, как составную часть базового закона об арктической зоне или исходить, иметь отсылочную норму из этого закона. Без этого, без комплексного, без системного рассмотрения блока вопросов по созданию закона по арктической зоне, в общем-то, говорить о комплексности, системности арктического законодательства будет очень и очень сложно. Это первый такой момент. И второй момент, я бы хотел отметить еще одно. Коллеги, мы в прошлом году здесь в апреле месяце обсуждали тоже
по определению своему базовый проект закона по Байкальскому, Дальнему Востоку и Байкальскому региону и об особых условиях развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Эти два законопроекта, вот законопроект, который мы рассматриваем сегодня, и законопроект, который мы и в прошлом году здесь обсуждали, сегодня мы продолжаем обсуждать. Вчера Ассоциация Дальнего Востока и Забайкалья сделала его предметом специального обсуждения. Эти законопроекты, разумеется, они значительно отличаются друг от друга. По Арктике там и условия жестче, и там нужны более другие механизмы, инструментарии и так далее, и так далее. Это понятно. Понятно. Но в то же время эти два законопроекта, в них много общего и в концептуальной, и в содержательной части. Очень много общего. Ну, во-первых, оба законопроекта основываются на соответствующей стратегии развития и на соответствующих государственных программах. Это первое. Второе. Оба законопроекта востребованы особыми условиями жизнедеятельности в этих макрорайонах, не учитывая которые поднять эти громадные территории практически невозможно. Третье. Оба законопроекта призваны выравнивать условия для развития двух крупнейших макрорегионов, территориально занимающих более 63% территории Российской Федерации. Вот два законопроекта. И таким образом в этих целях оба законопроекта устанавливают, исходя из цели стратегии развития, комплекс мер стимулирования экономики и заинтересованности населения с целью превращения этих территорий в привлекательные для жизнедеятельности, как для бизнеса, так и для населения. И таким образом, сказанное выше определяет, что закон по Арктике, как и закон по Дальнему Востоку и Байкальскому региону, должен быть только комплексным, базовым и должен заложить основу правового регулирования, создания и развития всего целостного экономического, территориально-производственного, если можно привести это старое, хорошо забытое, но доброе словосочетание, комплекс. Третий момент. Вот понятие «арктическая зона». Сегодня также вот Андрей Александрович и некоторые коллеги правильно очень подметили, она пока неустойчива, понятие арктической зоны. И эта устойчивость прежде всего восходит к неустойчивости и неопределенности из-за того, что нет пока понимания общего, что ли, по спорам о территориях, включаемых в эту зону. Вот какие зоны должны быть, какие территории должны быть включены в арктическую зону. А этот спор восходит к критериям определения этих территорий. Разумеется, что критериев этих множество, существуют самые разные подходы к определению арктической зоны, какие критерии должны быть первичны, какие вторичны и так далее, и так далее. Но законодатель не должен сильно увязать вот в этих вопросах, в этих спорах, ибо в любом случае какой-то определенный критерий, какой-то определенный знаменатель в этом вопросе будет найден, обнаружен и заложен в основу нашего закона. У нас предложение несколько иного порядка. Вот эти критерии закладывать в законопроект нет большой необходимости. Критерии – это научная, это база, это основа определения сухопутных территорий арктической зоны, если хотите. И эти критерии должны быть отработаны, они должны быть методологически очень хорошо выверены, согласованы и так далее. Но сам закон следует, видимо, включать только, ограничиться включением исчерпывающего перечня территорий, которые будут составлять арктическую зону. Это, прежде всего, важно с практической точки зрения, ибо если мы включим такой массив критериев в этот законопроект, на следующий же день мы получим уже бесконечные попытки внесения изменений в эти критерии, исходя из того, что, включив какие-то изменения в этот критерий, можно будет добиться включения дополнительных территорий в эту зону. Это первое. И второе. Уже в рамках имеющегося вот этого сформулированного критерия также будут попытки, в общем-то, обосновать, что иная территория, тот или иной регион подпадает именно как раз вот эти самые критерии. И в итоге мы получим
Вот помните, в советское время было такое очень хорошее определение «крайний север», и когда крайний север действительно стал привлекательным для жизнедеятельности, появилось понятие «переравненные к ним местности». И эта переравненность, она со временем стала даже территориально тяготеть к тому, что он стал балансом больше, чем сам крайний север. Вот этого, если мы сделаем действительно привлекательным Арктику, в общем-то, нам избежать вряд ли удастся. И поэтому вот это предложение, сам закон вписать только территории, и оно должно быть еще подтверждено тем, что в сам закон обязательно нужно включить территории. И она не должна иметь какие-то отсылочные нормы. Там исполнительная власть будет определять и так далее, и так далее. Этого не должно быть. Это в законе должен быть исчерпывающий перечень территорий, которые составляют... Это объект приложения вот нашего закона. И этот объект должен быть определен очень четко в самом законе. И в заключение два предложения, которые, в общем-то, на которые я уполномочен и Государственным собранием Автономной Республики Саха-Якутия, и прошедшим вчера здесь же, в Якутске, общим собранием Ассоциации законодателей Дальний Восток и Забайкалья. Мы вчера рассмотрели отдельным вопросом вопрос о проекте федерального закона об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона. И органы законодательной власти всех 11 субъектов Дальнего Востока и Байкальского регионов, входящих в настоящее время в состав Ассоциации Дальнего Востока и Забайкалья. Здесь мы, кроме Дальнего Востока, к нам входит еще территория Забайкальского края и Бурятской республики. Мы обсуждали этот законопроект и, в общем-то, пришли к единому мнению, что этот законопроект нужно обязательно продвигать и как можно скорее принять. Вот помните, в прошлом году, когда мы здесь обсуждали законопроект об особых условиях развития Дальнего Востока и Байкальского региона, параллельно разрабатывался закон о территориях опережающего развития. И некоторая часть разработчиков от закона о территориях опережающего развития, она, ну, скажем, как бы стеснялась в определенной степени законопроекта о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Байкальского региона. Но время прошло, тот закон принят, и оказалось, что, в общем-то, опасения были напрасными, ибо закон о территориях опережающего развития по своему содержанию, по своей концепции и по практике это видно, был, есть и будет такой некоторой составной частью более комплексного системного закона об особых условиях социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Насколько будет он привлекательным для всего макрорегиона Дальний Восток, арктическая зона в последующем покажет время. То, что эти два законопроекта не противоречат друг другу, это уже очевидно. И в этой связи, уважаемая Валентина Ивановна, у нас парламентская ассоциация Дальнего Востока и Забайкалья вчера приняла решение просить вас рассмотреть возможность оформления законопроекта об особых условиях ускоренного развития Дальнего Востока и Байкальского региона в виде, консолидированной законодательной инициативы Совета Федерации законодательных представительных органов субъектов Дальнего Востока и Байкальского региона, и вот это консолидированное решение внести и сделать предметом обсуждения Государственной Думы. Ну, может быть, это один из таких более пробивных, что ли, вариантов ускорения принятия такого судьбоносного для нашего региона закона. И второе предложение. Я уполномочен сегодня также поднять еще один вопрос. Уважаемые коллеги, вы все свидетели того, что Дальний Восток, Байкальский регион, арктическая зона обретают все большее значение геополитической, хозяйственной, социальной жизни нашей страны. А в то же время в Совете Федерации
вопросами вот этого крупнейшего макрорегиона занимается, она как бы, этот макрорегион, его проблемы, все вместе взятое, составляют как бы часть функциональных обязанностей одного комитета, который, само название которого говорит о его достаточной загруженности функциональной. Это комитет по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. В Государственной Думе этими проблемами занимаются практически три комитета. Вот, уважаемая Валентина Ивановна, может быть, есть вопрос, возможность создания какого-то отдельного подразделения, которое бы уже конкретно занималось вопросами Дальнего Востока и Арктической зоны в Совете Федерации, потому что я еще раз подчеркиваю, что значимость этого региона, она с каждым годом все возрастает, когда мы, вот как вы сами правильно подметили, лет 15-16 назад ставили под сомнение даже саму возможность иметь вот такую систему законодательства, отдельную систему законодательства по Арктике. А сейчас, в общем-то, таких оппонентов практически не осталось. И жизнь требует того, чтобы мы эти вопросы обсуждали как можно больше комплексно, включая и органы исполнительной власти, в том числе и органы законодательной власти. Спасибо за внимание. Спасибо. Валентина, у вас. Ну, я отвечу. Что касается консолидированной законодательной инициативы, это хорошая идея. Она подчеркнет еще раз важность и значение этих законов, только это уже последующий этап. Для начала надо сделать сам закон, пройти согласование и дальше уже, естественно, вносить как закон от всех субъектов. Что касается вашего предложения по структуре Совета Федерации, ну, к сожалению, у нас такая практика, вот есть проблема, надо сразу министерство создать, потом в Совете Федерации отдельный комитет, и будем считать, что все проблемы решены. К сожалению, у нас в этом смысле структура ну, более такая конкретная, поскольку у нас не 450 человек, как в Думе, а нас всего лишь 170 человек. Но мы специально создали экспертный совет по Арктике и Антарктике и поручили и Дальним Востоком заниматься такому политическому тяжеловесу в лице Вячеслава Анатольевича Штырова, который замечательно знает этот регион, который сам был руководителем. И в случае необходимости, после наработки уже и закона, и других материалов, мы усилим аппаратно, мы готовы Вячеславу Анатольевичу создать некую структуру отдельную, учитывая важность этой работы. Но, по-моему, он сегодня с этим справляется, и главное, что вокруг него собрались эксперты, ученые, специалисты, сенаторы, депутаты Государственной Думы. Если чего-то Вячеславу Анатольевичу не будет хватать, мы обязательно это дополним. У меня к вам есть вопрос. Как вы считаете, на региональном уровне арктические регионы могут ли проявлять большую активность и отрегулировать те вопросы, которые относятся к региональной компетенции? Кроме того, в Конституции у нас есть совместная компетенция федерального центра и регионов. И по толкованию Конституционного суда, если на федеральном уровне не отрегулированы вопросы совместных полномочий центра и регионов, то это дает право регионам самим до принятия федерального закона какие-то моменты законодательно регулировать. Вот парламент Якутии, какие вы видите направления регионального законодательства по вопросам, которые мы обсуждаем? Мы у себя в республике пытались и пытаемся сохранить ту систему регионального законодательства, которая обеспечивает на сегодня достаточно такой комфортный уровень проживания в территориях арктической зоны и северов нашей республики в целом.
И это законодательство, оно в значительной мере и отличается от федерального законодательства, дополняет те или иные нормы федерального законодательства. И именно вот эти дополнения, которые республика принимает в качестве законов и других нормативных актов, исходящих от этого закона, в настоящее время, вот как отметил глава республики, удерживает основной костяк населения на северах. Это первое. Второе, мы в настоящее время имеем несколько законодательных инициатив в Государственную Думу Российской Федерации. Мы работаем совместно с несколькими комитетами Российской Федерации по продвижению уже в Государственной Думе тех или иных законодательных инициатив нашей республики по поддержке традиционных отраслей Севера, по поддержке коренных малочисленных народов Севера и так далее, и так далее. Эта работа нами тоже ведется. И в пределах компетенций субъекта мы, в общем-то, свою задачу считаем, что выполняем. Другое дело, когда вот федеральное законодательство в некоторых вопросах, в общем-то, несколько искусственно удерживает возможности регулирования вопросов, которые касаются, на первый взгляд, и по содержанию тоже концептуально сугубо вопросы, которые могут быть очень хорошо отрегулированы региональным законодательством. Вот три момента я бы хотел отметить. И еще одно. Вот Андрей Александрович сегодня очень правильно подметил, что права коренных малочисленных народов Севера, они закреплены в Конституции Российской Федерации. Вчера на заседании ассоциации был поднят очень такой интересный вопрос. Наш коллега Совета Федерации. Вот мы говорим о коренных малочисленных народах Севера, поддержке и так далее, и так далее. А как сейчас в рамках действующего законодательства, вот Виктор Алексеевич очень правильно подметил, определить, кто относится к категории коренных малочисленных народов Севера? Вот. Этот вопрос со временем, я думаю, что тоже станет предметом такого специального обсуждения. Ну, этот вопрос Спасибо. обсуждается на самом деле, и по нему готовится решение. Хорошо, я просто в скобках замечу, Валентина Ивановна, на самом деле у них не так уж и много возможностей для собственного регулирования, потому что значит, основной массив требует именно базовых федеральных законов, на основании которых могут работать субъекты федерации. У них, конечно, малый диапазон свободы в этом отношении. Вот почему нужен такой базовый закон. Уважаемые коллеги, я предоставляю слово производственнику Цивилеву Сергею Евгеньевичу, генеральному директору угледобывающей компании «Калмар». И потом мы сделаем перерыв. Пожалуйста, Сергей Евгеньевич. Спасибо, Вячеслав Анатольевич. Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги, благодарю вас за предоставленную возможность выступить на заседании и поделиться тем опытом, который мы приобрели, ведя свою деятельность в Нерюнгринском районе Республики Саха-Якутия. Хоть Нерюнгри является южной столицей Якутии, но название ошибочное. Высота над уровнем моря 920 метров сильно влияет на погодные условия на человека. Отопительный сезон у нас длиннее, чем в городе Якутске. Резкое изменение атмосферного давления, резкое изменение погоды, сильный ветер, большая удаленность от промышленных центров. Все это создает сложные условия для развития бизнеса. Нам облегчает работу правильно продуманная и выстроенная инфраструктура, большой объем данных по геологической разведке, в своем большинстве выполненные во время Советского Союза. Без такой работы, выполненной государством, развитие бизнеса было бы невозможно. К сожалению, месторождения, введенные в Советском Союзе, заканчиваются, и нам приходится осваивать новые месторождения, которые расположены намного дальше и менее изучены. В решении этой проблемы мы вместе с руководством Республики Саха-Якутия имеем хороший результат использования государственно-частного партнерства в строительстве подъездных железнодорожных путей и линий электропередач. Мы столкнулись с серьезной проблемой отсутствия подготовленных кадров и массовым оттоком населения. Решить проблему путем привлечения персонала с других регионов и использования вахтового метода нам не удалось. Проблема стала постепенно решаться, когда основной упор сделали на местное население. При активном участии Министерства образования Республики, местных вузов и колледжей начали подготовку и переподготовку кадров и дали возможность карьерного роста сотрудникам компании. Стали оказывать помощь развитию учебных заведений.
Приняли активное участие совместно с Министерством спорта Республики в развитии спорта. Особенно хороших результатов добились в хоккее и в организации спортивных праздников. Сделали реконструкцию Ледового дворца и дали возможность круглогодично, в хороших условиях и на хорошем искусственном льде заниматься спортом. При строительстве столкнулись с проблемой генподрядной организации. Крупные подрядчики с Кузбасса закладывали в смету большие расходы на перебазировку и другие непредвиденные расходы. Настаивали на длительных сроках перебазирования, что существенно увеличивало стоимость и сроки строительства. Проблема стала решаться после создания своих генподрядной организаций, в которой работает большинство местного населения, и опорой на местные подрядные организации. При реализации проекта столкнулись с давлением мирового кризиса. Цены на угольный концентрат за 4 года упали с $225 до $82 за тонну. Многие крупные угольные компании заморозили свои инвестпрограммы, стали сокращать производство или наращивать убытки, чтобы остаться на рынке. Мы нашли в кризисе новые возможности. Изучили лучший российский международный опыт, нашли решение, позволяющее нашим предприятиям эффективно работать в реальных экономических условиях. Несмотря на санкции, под которые мы попали с самого начала, мировой экономический кризис и другие негативные факторы, мы активно строим в Нерюнгринском районе Республики Саха-Якутия 2 крупных горнообогатительных комплекса. Денисовский мощностью 7 миллионов тонн в год и Инаглинской мощностью 12 миллионов тонн в год. И угольный терминал в Хабаровском крае. На сегодня мы вышли на производственную мощность 3,5 миллиона тонн угля в год. Планируем к концу 2016 года добывать и перерабатывать 11 миллионов тонн, а к началу 2018 года 17 миллионов тонн. Подписали контракт с российскими железными дорогами на перевозку 12 миллионов тонн угольного концентрата по БАМу и Транссибу в рамках реконструкции БАМа и Транссиба. Мы активно сотрудничаем с Русской Православной Церковью, оказываем помощь в создании и строительстве храмов. Установили большие поклонные кресты на въезде в каждый горнообогатительный комплекс. В центре Денисовского ГОКа на возвышенности построили большую часовню с колоколами. Часовня построена, освящена в честь святой Варвары, покровительницы шахтеров и всех людей, работающих в тяжелых условиях. В часовне идут торжественные службы и большие церковные праздники и богослужения перед началом крупных строек. Все это оказывает существенное позитивное влияние на работу наших сотрудников. Добиться хороших результатов нам можно только конкурируя с лучшими производителями коксующихся углей из Австралии и Канады. Сравнивая структуру себестоимости произведенной продукции, мы видим серьезное влияние на нее фонда оплаты труда. К примеру, в отличие от Кузбасса, мы имеем фонд оплаты труда на 30% больше за счет более длинных отпусков и санитарно-курортного обслуживания сотрудников. Но это не единственный фактор. Большое значение имеет недостаточное медицинское обслуживание населения. По данным Всемирного здравоохранения определены 10 наиболее важных факторов, влияющих на здоровье людей в мире. Артериальное давление, курение, диабет, низкая физическая активность, ожирение и так далее. Анализируя основные смертности в Российской Федерации, мы видим, что 50% происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний, и смертность от сердечно-сосудистых заболеваний за январь-февраль этого года возросла по сравнению с прошлым годом на 2,1%. А опыт таких развитых стран, как Швеция, Финляндия, Норвегия, Шотландия, Австралия, показывает, что вклад профилактики в снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний составляет 60%, а лечение, включая высокотехнологические виды помощи, 40%. Для минимизации этих факторов мы совместно с Министерством здравоохранения Российской Федерации создаем попечительский совет над научно-исследовательским институтом и кардиологическим центром. Видим основную задачу в профилактике заболеваний, в ранней диагностике заболеваний по единым лучшим стандартам и оказании медицинской помощи населению в лучших медицинских центрах Российской Федерации. Это лишь часть того опыта, который мы приобрели. Если экспертному совету интересен наш опыт, мы готовы предоставить более детальный и подробный доклад и предложения по совершенствованию социально-экономического развития арктической зоны Российской Федерации. Большое спасибо. Спасибо. Ну, Александр Витальевич, вот из этого выступления, значит, вы можете как бы 3 раздела, значит, планировать для своего закона. Первое. Совершенно справедливо говорится о том, что все старые ресурсы
минерального сырья, особенно в арктической зоне, они исчерпываются. Значит, нужно решать вопрос по привлечению капитала в геологоразведочной работы на тех стадиях, которые всегда традиционно выполняло государство, начиная с региональных работ. Эти механизмы должны быть описаны. Хотите, мы вам из закона о Дальнем Востоке соответствующую главу можем дать. Значит, это первое. Второе. Вы видите, государственно-частное партнерство, как стоит острый вопрос, причем в разных ипостасях. Не только создание инфраструктуры, что сейчас делается, но, по сути дела, речь идет о государственно-частном партнерстве в медицине и во всем том, что связано с закреплением кадров на производстве. И культура, и, вон, видите, даже православие и так далее. Ну и как бы сама проблематика, значит, система оплаты труда, значит, она очень важна. Надо нам посмотреть, значит, что относительно себестоимости, что не относить, что держать там за балансом, потому что это связано с конкурентоспособностью северных предприятий. Вот эти, значит, вещи, которые чрезвычайно интересуют производственников, значит, они должны попасть в этот закон, поэтому необходимо несколько раундов переговоров с ними, значит, провести и с большими компаниями, и с маленькими компаниями. У малого бизнеса свои проблемы на севере, еще более острые, чем у большого. Ну вот, уважаемые коллеги. Можно еще один момент, Вячеслав Анатольевич? Говоря о необходимости и значимости принятия закона об Арктике, мы не должны забывать еще об одном очень серьезном факторе. Сегодня интерес к Арктике в мире очень растет. И не только региональных игроков, региональных стран, но мы понимаем, что освоение такой важнейшей территории для нашей страны, для мира подразумевает сотрудничество с нашими зарубежными партнерами, международное сотрудничество. И для этого нужен закон федеральный, чтобы те наши западные и иные партнеры, восточные, которые будут приходить в Арктику, они понимали, что освоение этой территории жестко регулируется федеральным законом. Тогда это больше гарантий для международного сотрудничества, гарантий для инвестиций и, естественно, отстаивания наших интересов. Поэтому этот момент тоже надо учитывать при подготовке закона. Уважаемые коллеги, посмотрите, вот висят часы. Сейчас без 15. В 13 часов мы собираемся. Сейчас перерыв. Спасибо.